Привет. В прямом эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Роман Спиридонов. Крымско-татарский ресурсный центр проанализировал нарушения прав человека в аннексированном Крыму за первое полугодие 2024 года. Там зафиксировали 51 обыск, 71 задержание, 63 допроса и 92 ареста. Все эти случаи в КРЦ расценивают как политическое преследование. В ближайшие 20 минут поговорим о том, стало ли больше политических дел и за что можно получить штраф или срок в аннексированном Крыму в 2024 году. В июне этого года подконтрольный России Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам колонии строгого режима двух украинских пограничников Ивана Терещенко и Василия Дмитрука. В 2018 году они служили в Мариупольском отряде морской охраны и участвовали в задержании рыболовецкого сейнера «Норд», шедшего в Азовском море под российским флагом из Керчи. Иван Терещенко был тогда мотористом, а Василий Дмитрук – капитаном корабля, который участвовал в конвоировании сейнера. Приморский райсуд Мариуполя оштрафовал моряков «Норда» за незаконное пересечение границы, а само судно было арестовано. В октябре того же года команду «Норда» обменяли на рыбаков с двух небольших украинских судов, задержанных, как утверждала российская сторона, за незаконный промысел у берегов Крыма. В феврале 2019 года вернулся в Крым и капитан сейнера, а Терещенко и Дмитрук 16 мая 2022 года попали в российский плен после того, как по приказу вышли из Азовстали. Пограничников российские силовики обвинили в похищении людей и угоне водного транспорта. С нами на связи Елена Белячкова, координатор по работе с семьями пленных и пропавших без вести организации «Медийная инициатива по правам человека». Елена, добрый день. Добрый день. Есть какие-то подробности о пограничниках, о Терещенко і Дмитруке? Подробиці, оскільки до нас звернулися родини цих хлопців, і ми, скажімо так, супроводжуємо і слідкуємо за цими судовими процесами. І так стало відомо про те, що в червні місяці Верховний суд Криму виніс їм вирок на 17 років ув'язнення, з яких 3 роки вони будуть відбувати в тюрмі, і далі інший строк – це в колонії суворого режиму. Наразі в нас відсутня інформація відносно апеляційного розгляду цих двох справ. Тривалий час Іван Терещенко і Василь Дмитрук обліковувалися в Російській Федерації як цивільні особи, не дивлячись на те, що вони, скажімо так, вийшли в полон з Азовсталі, тобто вони є військовополоненими. І тривалий час в них не було ніяких абсолютно обвинувачень, вони проходили саме як свідки. Судові процеси тривали близько десь 15 засідань. Наскільки нам відомо про те, що їх прізвища приховувалися, і ці дві справи, які розглядалися Кримським судом, в обох хлопців є людина, яка їх захищає, яка представляє їх інтереси, але зрозуміло, що вплинути на вироки і зміст цих вироків в таких справах дуже проблематично. Тобто Росія в даній ситуації, тримаючи їх якийсь час як цивільними, скажімо так, намагалася знайти ті злочини, створити ці злочини для того, щоб їх притягти до відповідальності і обґрунтувати їх утримання. А имеет значение там нюанс? Вот Госпогранслужба и вооруженные силы, две структуры разные. Как это влияет на статус? Военнопленный или гражданский пленный? Цей статус прикордонна служба – це є, скажімо так, сили оборони і захисту. Ті військовослужбовці, які служать в прикордонній службі, вони, потрапляючи в полон, вони також вважаються військовополоненими, а не цивільними особами. Просто ми, як правозахисна організація, відслідковуємо таку системність відносно того, що наші військовослужбовці, які потрапляють в полон і перебувають в місцях утримання на території окупованій через Російської Федерації, вони там мають статус свідків. І про це нам говорив вже не один звільнений з полону військовослужбовець, що саме в статусі як свідка. До того моменту, поки їм не будуть висунуті якісь обвинувачення і не буде справа слідчим комітетом передана для розгляду до судового органу з обвинувальним висновком.
А вот с точки зрения международного права статус украинских пограничников вот мы уже обговорили, то есть мы можем их считать военнопленными. А как расценивать этот приговор тогда, если это комбатанты? Цей вирок ні Україна, ні норми міжнародного гуманітарного права не визнають, оскільки заборонено судити військовополонених під час їх перебування в полоні. Тобто Росія навмисно створює такі інциденти і виносить такі судові вироки. Відносно ситуації з Дмитрюком і Терещенко, то ці вироки, які були винесені судом, вони порушують норми міжнародного гуманітарного права відносно права на справедливий суд, оскільки тут не можна говорити про справедливість. Те, що справа розглядалася в окупованому Криму, то відповідно до міжнародних норм суди на окупованій території мають керуватися тим законодавством тієї країни, якою вона являється і яку окупував. Тобто і Іван Терещенко, і Василь Дмитрюк у 2018 році при затриманні риболовного судна «Норд» вони виконували свої обов'язки, вони виконували свої повноваження, ті, які передбачені законодавством України. Тобто, відповідно, суд не повинен був звинувачувати їх в тому злочині, який не є за своїм змістом кримінальним правопорушенням, оскільки згідно норм національного законодавства наголошує, що вони виконували свої повноваження. Тобто говорити про те, що вони вчинили кримінальний злочин, тут немає для цього абсолютно жодних підстав. І ці вироки, вони суперечать і свідчать про порушення Росією статті 7 Європейської конвенції з прав людини, оскільки нікого не може бути визнано винним у чиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії, яка на час її вчинення не становила кримінального правопорушення. Те, що зрозуміло, що ні Україна, ні світ не визнає окупацію Криму, відповідно застосування норм саме російського законодавства на окупованій території, це є порушенням всіх міжнародних норм. Подконтрольные России СМИ «Вести Крым» опубликовала видео с одним из пограничников. Мы можем это сейчас увидеть, не указывая его фамилию и заблюрив лицо. Вот как вы оцениваете это видео? Посмотрели ли вы его? Как вы его оцениваете? И можно ли предположить, что оно появилось неспроста? Возможно, это какой-то намек на обмен? Так, я бачила це відео. Якщо говорити про обмін, на жаль, ми прослідковуємо таку практику, що ті військовослужбовці, відносно яких виносять, які перебувають в полоні, яких відносно виносять судові вироки, то їх проблематично і складніше обміняти. Тобто в ті обміни, які відбуваються, тих осіб, які мають вироки, їх практично немає. Це там 2 лише випадки за весь період. Я маю на увазі період, починається з моменту повномасштабного вторгнення, тобто з лютого 2022 року. Відносно цього відео, моя думка така, що Росія намагалася цим відео, як би мовити, підтвердити свою позицію і ті вироки, які вони винесли, відносно того, що злочинні дії вчиняли саме наші морські прикордонники, що вони незаконно затримали риболовне судно «Норд», і що вони вчиняли протиправні дії, а що Росія робила все вірно. Тобто їм для того, щоб підтримувати оці меседж відносно того, що в усіх злочинах винні українці, українські військовослужбовці чи цивільні особи, вони намагаються знайти ті обставини, які нададуть їм якимось чином можливість сфабрикувати ці кримінальні справи і винести вироки. Ці 2 вироки, якщо брати загалом ситуацію по військовополонених і тих підрозділів, які захищали, обороняли Маріуполь, то аналізуючи вироки по інших судових справах відносно наших військовополонених, то в більшості випадків їх обвинувачують в
жорстокому поводженні з місцевим населенням Маріуполі, вбивствах місцевих мешканців. І от відносно саме цих двох морських прикордонників Івана Терещенка і Василя Дмитрюка, тут інша ситуація, не дивлячись на те, що вони теж були в складі оборонців і захисників Маріуполя. Тут Росія вирішила піти іншим чином. Вони знайшли оцей епізод з Нортом і вирішили, що це буде кращим варіантом для того, щоб їх звинуватити і винести відносно них судові вироки. Зрозуміло, що Україна включає в перелік на обмін і цих двох теж морських прикордонників, але знову ж таки наголошую, що винесення судового вироку воно дещо ускладнює процес обміну і повернення в наших хлопців. Благодарю вас. Спасибо, что были с нами на связи. Елена Беличкова, координатор по работе с семьями пленных и пропавших без вести организации «Медийная инициатива по правам человека» была с нами на связи. Как мы уже говорили выше, Крымско-Татарский ресурсный центр проанализировал нарушения прав человека в аннексированном Крыму за первое полугодие этого года, систематизировав их по категориям. Это обыски, задержания, аресты, допросы, нарушение права на справедливый суд и нарушение права на здоровье. Об этом мы поговорим с главой правления Крымско-Татарского ресурсного центра Искандером Бариевым. Он с нами на связи. Добрый день, Искандер. Доброго дня. Какой критерий выбора в вашем анализе? Какие дела попадали в ваш отчет и какую динамику вы отмечаете по фактам нарушения прав человека в аннексированном Крыму в этом году? Стало ли больше арестов, штрафов, приговоров? Но если брать отчетный период, первое полугодие 2024 года, то в сравнении с если мы возьмем обыски, например, в сравнении с 2023 и 2022 годом, то мы можем сказать, что количество обысков было значительно больше. То есть 51 обыск был в 2024 году, а в 2023 было 37, и, соответственно, в 2022 15. А почему такая разница? Но это связано с тем, что после решения Международного суда оккупанты начали активно проводить обыски и задержания. Подобные цифры по задержанию мы можем обозначить. И обыски, в первую очередь, у активистов, которые имеют отношение к системе Курултай-Меджлис. И действительно было немало таких вот обысков у членов, председателей региональных и местных меджлисов. Здесь единственная одну тенденцию я бы хотел отметить, что, к сожалению, оккупанты начали использовать обыски таким образом. То есть ночью они приходят с обыском, далее они забирают человека, они предупреждают близких о том, что если об этом они не будут сообщать вслух, публично, то их близкого могут отпустить. И действительно они так делали. На каких условиях они отпускали, мы полностью сказать не можем. Но при всем том, я скажу, что на фоне этой тенденции мы видим другую ситуацию, когда был проведен обыск, был задержан и увезен молодой человек, и, соответственно, на протяжении месяца о нем информации никакой нет. И когда родители и близкие начали искать и практически посещать все силовые структуры российские оккупационные, то им стали отвечать, что не было никакого, у них не числится никаких арестов, никаких обысков, никаких задержаний. И где находится этот человек, до сих пор неизвестно. А кто это? Это Демиршаев, это было в Кировском районе. И сейчас я фамилию более четко скажу, Демиршаев. Это было как раз-таки за вот этот отчетный период. Поэтому мы... Шамшидинов, я извиняюсь, Исмаил Шамшидинов, это было в Кировском районе, и поэтому мы все-таки обращаем внимание наших соотечественников, что все-таки лучше сообщать нам, даже если и были такие случаи, когда нас просили, чтобы мы публично об этом не заявляли, но мы все равно просим, чтобы нам давали информацию, чтобы мы это могли фиксировать. Вторая тенденция, вот как раз-таки в предыдущем интервью, действительно они стали задерживать людей или выкрадывать людей.
При всем том, они перестали заявлять, даже показывая видеокадры, они перестали называть фамилии, имена задержанных и ретушировать лица. И тут как раз-таки ситуация усугубилась в том, что в верификации человека, потому что порой мы начинаем искать по тем видео по тех людей, вот, допустим, особенно когда это происходило в Геническом районе или в Крыму, и когда мы даже пытались обозначить, что в каком населенном пункте это находится и чей это может быть дом, то не всегда даже соседи или близкие могут опознать. То есть, часто бывает, что заборы похожи и так далее. И мы выявляем намного позже, к примеру, вот как ситуация с братьями Мимичаевыми. Мы много раз говорили об Артуре Мимичаеве, которого неоднократно выкрадывали, вначале его выкрадывали на Чонгаре, а потом его выкрадывали и проводили незаконное проникновение в жилье в Геническе. А вот совсем недавно мы узнали, что, мы об этом писали, что уточняем фамилии и имена, что оказалось, что его два родных брата также были арестованы и, выкрадены, а потом проведены и судебные заседания, и они сейчас находятся в колониях Российской Федерации. А систематизировали ли вы, за что именно чаще преследуют? Появились ли какие-то в этом полугодии новые статьи, новые обвинения, которых не было в прошлые годы? Да, в целом, когда мы говорим о новых задержаниях, то тут мы можем сказать, что по статистике, можно обозначить сразу по количеству тех задержаний, которые были. То есть в данном случае незаконное приобретение и передача и хранение взрывных веществ. 8 таких случаев. Один случай вимагання у великому розмірі. А далее у нас 2 случая по злоупотреблению свободой массовой информации. Опять же, ненависть и вражеское отношение и принижение человеческой чести. Один случай. И Хизбут Тахрир традиционно, опять-таки, 10 случаев по Хизбут Тахриру и по батальону Нумана Челебиджихана 2 случая нами зафиксировано за эти полгода. Вы уже сказали о злоупотреблении свободы информации. Из 2 случаев мы можем сейчас поговорить об одном из этих случаев. С Лутфией Зудиевой в марте этого года подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфию Зудиеву за злоупотребление свободы информации. Сотрудники Российского центра противодействия экстремизму после обыска Лутфии дома составили на него протокол за распространение в средствах массовой информации информации об иностранных агентах без указания на статус иностранного агента. Но Российский 4-й кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре, российский, этот штраф отменил. У нас остается буквально 1 минута. Можем ли мы поговорить, как часто происходят такие оправдательные решения и чем вы можете это объяснить? В первую очередь, конечно, такие оправдательные решения происходят очень редко. И если вспомнить, то даже по Хизбут Тахрир было такое решение, но потом через некоторое время данного фигуранта снова арестовали и уже вынесли достаточно большой срок. Что касается здесь в первую очередь я хочу сказать о том, что возможно, в отношении Лутфии Зудиевой они изменили данное решение, вернее, отменили, в связи с тем, что Лутфия Зудиева стала достаточно известной во всем мире, журналисткой или публичной личностью, которая дает информацию о реальной ситуации в Крыму. И на самом деле к Лутфии Зудиевой нельзя придраться о том, что она дает какую-то ложную информацию. По сути дела, она дает ту информацию, которая непосредственно есть. И поэтому здесь очень важно, чтобы когда мы выстраиваем такую работу в Крыму, то очень важно, чтобы действительно та информация, которая дается из Крыма, она была четкой, она основывалась на тех
данных, которые дает в том числе оккупационная власть или оккупационные структуры силовые, для того, чтобы действительно им не было за что зацепиться, что якобы эта информация ложная. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Искандер Бариев, глава управления Крымско-Татарского ресурсного центра. На сегодня это все. Смотрите нас на YouTube Крым Реалии, читайте нас на сайте, следите там же за новостями. В студии работал Роман Спиридонов. Крымчане имеют право знать.